Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Удивительные события у вас на пороге. Давайте посмотрим, что же так сильно вас удивит. И еще, ко мне наконец-таки вернулся мой Назар. Тоже замечательное событие. Теперь он будет с нами, будет участвовать в моих видео и вам помогать снимать тот негатив, с которым вы ко мне приходите. Да, именно Назар, он в себя вбирает все то негативное, с чем он соприкасается. Вы посредством просмотра моего видео очищаетесь, потому что Назар всегда лежит рядом. Вы в процессе, даже того не замечая, смотрите видео, а он с вас негатив стягивает. 7 месяцев он был в разлуке со мной, но, как говорится, слава Богу, вернулся. Будем работать. Итак, мои хорошие, пусть Назар вам помогает, пусть негатив с вас снимает, да? А вы будьте счастливы, будьте радостны и будьте здоровы. Прошу высшие силы послать нам самую важную, нужную и полезную информацию. Так, давайте будем смотреть. Удивительные события у вас уже на пороге. Но здесь люди, которые на себе что-то тянут. Тянут, такое прям тяжелое, им тяжело, они идут, спотыкаются, ругаются. Я так понимаю, что это тягости жизни, которые вот свалились на вашу семью, на вас и вашего близкого человека. Ну прям, совсем тяжело уже, невыносимо. Вы и друг на друга можете ругаться, и друг друга можете ругаться. И в принципе всем недовольны. У кого-то и здоровье уже, знаете, как расшаталось под этой тяжестью. Ваша ноша станет легче. Ваша ноша станет легче. Не вы, но тот, кто рядом с вами, что-то придумает. Придумает такое, что станет просто такой, знаете, бомбой-пушкой. Вот прям всем на радость. Какая-то мысль, какое-то действие, может быть, с кем-то там поговорит. Да? Вот тот, кто с вами рядом, либо кто с вами в одной этой упряжке, да, тяжелой. Вот, вы очень удивитесь. Ведь от этого человека вы уже не ждете ничего. Ни помощи, ни каких-то нужных правильных мыслей, ни действий, ничего не ждете. Вы просто этим человеком недовольны. Недовольны. И собой недовольны, и жизнью недовольны этим человеком. А человек возьмет, да и порадует. Как возьмет, как сделает, и сразу станет легче и приятней, и прям тяжесть эта уходит. Пусть не все, пусть не до конца, но вот прям в радость жизнь станет, жить вам станет в радость. Это хороший момент. Присмотритесь к тому, кто с вами рядом. Ведь у человека действительно какие-то гениальные мысли родятся, либо человек что-то предпримет, может быть, сейчас сидит в соседней комнате и думает, знаете, потом покрылся, думает, да что ж такое сделать, чтобы легче было жить. И сделает. Зря вы не верите в этого человека, либо сомневаетесь. Не злитесь друг на друга. Вы в одной упряжке. Вы наоборот должны друг друга поддерживать. И ваш близкий вас не подведет. Вот прям буквально в течение, не знаю, там, недели-двух этот человек что-то сделает, что-то придумает и станет намного легче. Так, дальше показали вас, и вас показали за рулем. У вас в одной руке руль, в другой руке месяц. Ну, давно я таких знаков не видела. Это вы сами себя удивите. Вы сами себя удивите и удивите тех, кто вас окружает. Вы будете действовать по месяцу, то есть вы будете действовать чисто интуитивно, да, на интуитивном плане, не опираясь на чужое мнение, на чужие подсказки, на чужие, не знаю, там, навыки, опыт. Вот чисто по интуиции сработаете и не ошибетесь. Вы сделаете не так, как вам советуют, а вопреки этим советам. Вы не пойдете по протоптанной дорожке, вы полезете в какие-то гущи чаще. И это будет абсолютно правильное решение. Особенно это отыграется на работе и в ваших делах.
Да, ну, например, там, работа в коллективе, либо это свой бизнес. Ну, а дела – это те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Да? Вот прям всех удивите и сами себе удивитесь. Прям гениально. Это же гениально, да, как я раньше до этого не додумалась. А это все потому, что вы не полагались на свою интуицию. А здесь как либо выбора не будет, либо вы так психанете, скажете, да, будь что будет. Да? Вот хочу туда, хочу налево и пойду налево. И будет потрясающий результат. Вот прям как либо всех вывезете, либо сами выйдете. Да? Ну, в зависимости от того, кто там вместе с вами задействован в этой всей ситуации. Но на Луну опираетесь. Причем Луну, руль вы держите в левой руке, а Луну вы в правой держите. То есть будете действовать именно по интуиции. Интуиция сильнейшая, сильнейшая. И я даже не удивлюсь, если кто-то из вас обладает очень серьезными экстрасенсорными способностями, которые вы в себе там где-то далеко-далеко топчете, прячете и не пользуетесь. А видите как? Сработает. Сработает. И причем сработает на все 100. К вам потом люди будут подходить и спрашивать, так, скажи по секрету, а как ты это сделала, да? А кто тебя научил, откуда ты это знаешь? А вы будете загадочно улыбаться и говорить, ну, такая я, да? Девушка с секретом, либо мужчина с секретом. Не бойтесь сказать о себе, не бойтесь того, что это лично ваша инициатива, и не преуменьшайте свою значимость. Вот, мои хорошие, сами себя удивите и всех удивите. Так, дальше. С левой стороны крючок вышел. Крючок, который вам приготовили. Причем кто-то уже попался на этот крючок. И удачненько так сорвется с этого крючка. А кто-то прям в последний момент рассмотрит, что это крючок. Это вот такая заманушка, ловушка. Да, и нужно бежать. Бежать, вот разворачиваться на 180 и бежать. Крючок вам приготовил очень хитрый человек. Такой, знаете, вот манипулятор прирожденный. Мошенник, может быть, такой, знаете, клеманник, где ставить. И другие все попадались, а вы нет. Вы либо соскочите, либо вообще не попадетесь на этот крючок. Удивительным будет для этого манипулятора, для этого мошенника, что вы вот такую гениальную схему сломали. Да? А для вас будет удивительно, что вы не рассмотрели сразу, да, и с этим человеком какие-то дела вели, да, о чем-то договаривались, верили этому человеку. Но самого плохого не случится. Не случится. Во-первых, у вас и ангел-хранитель очень сильный, и у вас очень хороший мыслительный процесс. Вы аналитик, прирожденный аналитик, вы умеете оперировать данными, фактами. У вас там все в голове само собой выстраиваются логические цепочки. Да, когда вы на эмоциях, когда вы импульсивны, эти цепочки рвутся. Но когда вы берете себя в руки, когда вы группируетесь, ну, вам равных нет. Вам просто нет равных. Вот, кстати, это тоже будет очень такой серьезный звоночек, чтобы вы к себе почаще прислушивались и полагались на себя. Смотрите, у вас уже несколько таких ситуаций, да, когда вы сами себя удивляете. Ну, здесь самое главное, конечно, что вы в проблемы не попадете, да, либо там на деньги не попадете, либо на вас там не навешивают каких-то там обязательств. Сорветесь, не дойдете до этой точки невозврата. И все будет хорошо, все будет хорошо. И еще, кстати, для вас будет удивительно, что вы очень много вопросов можете решить сами. И еще вы можете очень много как предвидеть, предчувствовать и предвидеть. Тоже будет для вас удивительно. Вот. Ну, хотя для меня это не удивительно, видя, что вы Луну держите в правой руке. Для меня это естественно. А вы еще себя будете изучать и раскрывать. Так, идем дальше. С правой стороны. С правой стороны у вас вышел глаз. Глаз, который за вами наблюдает, следит и наблюдает. Но он вышел с правой стороны, а это хороший знак. Это не значит, что там кто-то там тайным образом это делает с целью навредить. Наоборот, люди к вам присматриваются, прицениваются, люди вами интересуются именно с плюсовой точки зрения. И у кого-то еще отыграется, что люди действительно к вам присматриваются, вот, подстраховать, да, помочь, когда нужно, как-то вас поддержать.
То есть, может быть, вы не вместе, не рядом находитесь, а человек откуда-то издалека за вами наблюдает, за вашей жизнью, думает, ну вот понадоблюсь я сразу появлюсь, я сразу вот проявлюсь, помогу. Может быть, будущий работодатель к вам присматривается, может, ваш начальник к вам присматривается, чтобы вас там на повышение отправить. Да, у каждого по-своему отыграется, но именно с правой стороны за вами смотрят. Для вас будет очень удивительно узнать о том, что за вами наблюдают. И именно с такой положительной стороны, не желая причинить вам зло, а наоборот желаем вас рассмотреть получше, либо вам помочь, либо вас продвинуть. Хороший момент. Так, еще вам выходит несколько дорог, которыми вы раньше никогда не ходили. Либо вы таким маршрутом никогда не ездили, либо вы в эти места никогда не ходили, либо в принципе считали, что это не ваше, не для вас, и как бы не пойду ни под каким предлогом. Здесь вышло именно две таких дороги. Опять же, с правой стороны, то есть вам понравится. И не исключено, что вы на постоянной основе начнете этими маршрутами, дорогами, не знаю, там, теми местами пользоваться. Да, вы будете туда ходить постоянно. Еще будете себе говорить, ой, что ты раньше этого не делала, да? Зачем я раньше этого не делала? Это ведь хорошо, это замечательно. Приятные люди, там, обстановочка хорошая. Помощь оказывают, да, ну, у каждого по-своему отыграется. Дальше, удивление будет после какой-то бумажки. Бумажка как документ, бумажка как какое-то распоряжение, заявление, может быть, даже как результат анализов. Вот будет у вас удивление. Удивление, знаете, вот сложно будет поверить, что это действительно так, да, либо что эта бумажка содержит именно эту информацию, либо что эта бумажечка настоящая. Вот кто-то вам будет давать бумагу, на которую вы будете смотреть, глазки будете тереть и думать, ну неужели это правда, ну неужели это так и есть? Опять же, бумага вышла с правой стороны, то есть информация плюсового характера, не минусового, то есть не негативная, а позитивная, плюсовая. То есть если результаты анализа, то я так понимаю, что да, ничего там плохого, страшного не будет. Если это какой-то прям документ, может быть, вам там отпуск там, в жаркий месяц дадут, может быть, вам какую-то премию начислят, может быть, какое-то разрешение вам выдают. Хорошая бумага, вот очень хорошая с правой стороны. Так, еще у вас с правой стороны вышел Овен. Видите, вот он прям такой, с такими этими рожками, с пушистой попой, да, хвостиком. Прям такой красавчик Овен. У одних отыграется это появление человека под знаком Овен. Да, по гороскопу человек Овен, очень такой яркий, горячий, харизматичный, симпатичный, прям ворвется в вашу жизнь. А у других отыграется именно какое-то яркое разрешение очень сложной тупиковой ситуации. То есть овны, они ведь борцы, они ведь вот своими рожками, как упрутся, пока цели не добьются, они не отойдут, не успокоятся. Ну, вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но знак на самом деле очень крутой. Это знак силы. Всегда Овен — это сила, это мощь, это огненный знак, да, который освещает свой путь, выжигает все неприятности, выжигает всех врагов, да, сжигает на своем пути. Всегда Овны — это знак успеха. Вот успеха, да, с трудом, да, с усилиями, но успех, он очень яркий идет. Если вы планируете участвовать в каких-то конкурсах, в каких-то мероприятиях, связанных с состязаниями, поверьте, будет нелегко, но победа будет за вами. То есть вы всех победите, вы всех переиграете, вы молодец. Ну, а если такой человек в вашей жизни появится, ну, будет и весело, и интересно. И человек действительно как зажигалочка будет вас вот этой своей силой огня заряжать, поддерживать, согревать, оберегать, там, врагов отпугивать. Но, опять же, вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но знак на самом деле очень крутой. Так, следующий момент — это прозрение. Прозрение, как розовые очки, да, снимите с себя розовые очки и рассмотрите, что у вас в окружении есть один очень агрессивный, негативный человек, а второй человек очень такой проблематичный, да, создает эти проблемы. Один, значит, негатив выплескивает, агрессию, а другой именно создает проблемы. А вы рассмотрите наконец-таки этих людей. Для вас будет удивительно, что вы столько, например, лет, да, либо месяцев общались с этими людьми, и вам эти люди казались ну просто душками, а окажется, что они вот прям фу-фу-фу, какая гадость.
Ну, что поделаешь, да, вы позитивный человек, вы видите только позитивное вокруг себя, вы людей судите по себе. То есть если вы не токсичный человек, так вам сложно представить, что есть такие вот негодяи и никчемные люди. Главное, что у вас появится возможность для маневра, у вас появится возможность, да, в связи с этим прозрением дальше, да, выстроить дистанцию и подальше держаться от этих людей. Тем самым уберечь себя от негатива, от неприятностей и, понимаете, от проблем. Пользуйтесь, выходите из этих отношений, выходите из этого общения, живите своей нормальной, доброй, позитивной жизнью. А вот эти все негативщики, либо создаватели проблем, пусть они идут, катятся лесом, да, вот они вам вообще ни к чему. И, кстати, вы очень быстро прям ощутите, да, что жизнь становится легче, проще становится, когда этих негативных людей нет в вашем поле. Так, дальше, с левой стороны, трехногий конь, на нем сидит очень тощий человек. Но в вашу сторону движение идет, в правую сторону движение идет. Я так понимаю, что человек либо пережил какие-то очень тяжелые испытания, либо как-то очень тяжело с препятствиями, с напряжением вот к вам двигается, в вашу сторону двигается. Но опять же, вы все разные. Может быть, человек не предупредит вас о своем приезде. Может быть, вы считаете, что это невозможно, чтобы этот человек появился. Но появится. Вот приедет, доедет, даже на этом трехногом коне все-таки доедет. Выглядеть, наверное, будет не очень, либо, знаете, как расскажет о своих бедах, так прям ахните, скажете, ну как же так? Может быть, человек вам до поры до времени не сообщал, да? Вы считали, что у этого человека все прям шоколадно, идеально. А кажется, что человек прям пережил адские муки, чтобы до вас добраться. Либо действительно вот прям с боем откуда-то выбирался, пробирался. Ну да, он к вам едет, либо она к вам едет, и встреча ваша состоится. Удивительно будет, да, выслушать эту историю, либо увидеть этого человека будет удивительно. Но, тем не менее, это будет. Так, еще с левой стороны огромная птица летит в вашу жизнь. Птица, почему-то вы ее не ждете, не думаете, и для вас это будет немножко как шок-контент, да, что она к вам влетает. Это, опять же, вести, сообщения, новости, переписка, что угодно может быть. Крылья очень длинные, и на этих крыльях она прям несет много информации. Информации, которую вы вовсе не ждете. И информация, от которой у вас так глазки будут расширяться, да, и волосики будут на голове шевелиться, мурахи будут по телу бегать. Но, тем не менее, она светлая, она полная, ну, вот в плане вот рисунка, да, она полная. То есть это информация, которая необходима для вашей жизнедеятельности, для вашего будущего, для принятия каких-то решений, для формирования каких-то суждений. Понимаете, вот дополняется, вот ваша база знаний, она дополняется, наполняется и дополняется. Ну, прям не ждете, будет чему удивиться, и в хорошем, и, извините, не очень хорошем смысле этого слова. Но, тем не менее, что есть, то есть. Главное, вот, что вы правду узнаете, что вы будете владеть полнотой информации. Так, дальше, мои хорошие, вас удивит какой-то сон. Знаете, есть такое выражение «сон в руку». Сон в руку. Вас прям, ну, я не знаю, дословно, наверное, предупредят. Либо настолько вот яркий сон, настолько ответит на ваш вопрос. Либо вы загадаете на какого-то человека, да, вот хотела бы увидеть того человека, скучает, прям приснится. Сон в руку вам идет. Даже если вы, например, не помните свои сны, там, не запоминаете, либо вам кажется, что вам не снятся сны, вот очень яркий сон вам приснится. Так, в венце у нас показаны двери, причем так хитро показаны. Одна дверь, в которую вы очень хотите попасть, она для вас закрыта, но при этом открываются какие-то две другие двери, о которых вы вообще в принципе не думаете. Да? У вас, например, есть цель, да, я хочу попасть туда-то, туда-то, либо сделать то-то, то-то. Вы прям очень хотите, но вас пока не пускают. Вам будут давать альтернативу. Вот свыше, да, все, что у нас в венце, это воля высших сил. Вам будут давать альтернативу. Вам так и скажут, да, вот сигналом, этим знаком скажут. Туда пока не ходи, да, пока там недоступно. Но при этом, пожалуйста, вот к твоему выбору еще две возможности. Обрати на это внимание и, возможно, воспользуйся, да, при твоем желании. То есть, смотрите, вы хотите в одно место, а вам будут целых два предлагать. Не надо фокусироваться, вот хочу именно это, хочу здесь и сейчас.
обратите внимание на то, что есть дополнительно. Потому что эти дополнительные двери, они могут оказаться гораздо важнее, ярче, либо полезнее, чем та, в которую вы вот так стремительно хотите попасть, настойчиво хотите попасть. Вас вообще высшие силы любят на самом деле. Вы мне вообще идете как непрочитанная книга. Человек с секретом, человек с ресурсом. Но ресурс, который вы еще не добыли. Либо вы только в начале этого пути. Вам, знаете, как раскрываться и раскрываться. Вы даже, знаете, как сами себя еще до конца не знаете. Вы мне вообще идете очень интересным таким человеком, как закрытая книга, да, как человек с каким-то талантом, с какими-то возможностями, способностями, которые вы еще в себе не раскрыли. Здесь вы еще и себя будете удивлять, и окружающих, и сама действительность вас не раз еще удивит. Дорога у вас светлая, ближайшие события добрые, поэтому, мои хорошие, живите, живите на полную. И всегда старайтесь обращать внимание на те альтернативы, которые посылают нам свыше. Поверьте, их посылают вам во благо. Ничему не удивляйтесь, живите во благо себе. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.